Привет, я Максим Кардозу, а это Якутия. Взгляд со стороны. Здесь я рассказываю о самых интересных событиях, которые произошли на этой неделе в нашей республике и как на них реагируют извне Якутии. Все очень субъективно, это лишь личное мое мнение, и я напоминаю, что смотреть на себя со стороны иногда бывает полезно. Ну что, бардыбытышки? Ну а неделя началась с приятных новостей, а главное красивых. Появился ролик немецкого телеканала RTL TV, в котором они рассказывают о поездке в Якутию. Вообще все снималось это зимой, в прошлом году еще. И вот одной из героинь стала наша красавица, юная модель Елена Егорова. Съемочная группа посмотрела, как она снимается, как она работает в условиях вечной мерзлоты, в общем, в пещере, где холодно. Все это смотрится очень экзотично и красиво. Wie kalt ist dir gerade? Kalt, kalt, verdammt kalt. Что я могу сказать об этом телеканале? Действительно, RTL TV — это крупнейшее некоммерческое немецкое телевидение, причем которое вещает на несколько немецкоязычных стран. Это и Австрия, и Швейцария, и там огромное количество различного контента. Есть и развлекательные, очень крутые передачи, хорошо сделанные, есть и новостные блоки. И это очень круто, что о Якутии говорят действительно на таком крупном европейском телеканале, и это же продвижение нашей республики, такая своеобразная реклама, и я уверен, что какие-то люди увидят сюжеты про экзотическую Якутию, которая находится на севере России, и захотят к нам приехать. Чем больше будет появляться таких материалов, чем больше будет европейцев знать про наш регион, тем лучше. Что смеяться? Даже многие россияне не знают, где находится Якутия. Меня как-то здесь, в Москве, спросили: Максим, ты откуда? Я говорю: я из Якутии. А они мне такие: а, да, знаем. Это где-то рядом с республикой Саха. Я такой: ну да, где-то рядом, совсем близко. Ну а я продолжаю тему красоты. В общем, новость еще об одной нашей талантливой землячке. Это Зарина Копырина в своем инстаграме. Она выложила ролик о том, что ее группа Олокс участвует в американском шоу талантов. Это вот как наша минута славы. Hello everyone, we are Olox from Arctic Siberia. Само шоу стартует 26 мая на телеканале NBC. Это, опять же, крупнейший телеканал Америки. В общем, аудитория у него огромнейшая. То есть, действительно, Зарина выходит на такой очень крутой уровень. Девушка, она активно участвовала во многих музыкальных конкурсах, фестивалях, даже засветилась на телеканале «Пятница» в проекте реалити-шоу «Американский жених». Я сегодня на свидание приглашаю Зарину. Вау. Участие в шоу талантов также для нее не первое. До этого она участвовала, пробовала свои силы и в европейских аналогах. В общем, гастролировала по Франции. Ребята активно тоже дают концерты. Вот в последнее время я о них не слышал. И вот они всплыли теперь уже в Америке. Очень круто. И я еще раз говорю о том, что, конечно же, это продвижение нашей якутской культуры, потому что чем больше о нашем северном большом крае будет знать людей, тем лучше нам. И к нам будут приезжать в гости, оставлять денежки. Это, конечно же, экономика. В общем, такие проекты — это только плюс. И еще я тут хотел вставить одну ремарочку, что Зарина называет себя неошаманкой. В общем, такое направление, это не совсем шаманы, это вот какое-то духовное состояние. Про шаманов чуть позже. Ну и давайте поговорим о шаманах. Я как-то на прошлой неделе пропустил новость о том, что Александра Габышева, нашего якутского шамана, поместили в психоневрологический диспансер. Наверняка против его воли, конечно же, туда он ехать точно не хотел. Как-то в одной из прошлых передач, если вы не смотрели, посмотрите, друзья, я рассказал о нем и процитировал шамана. Шаман говорит: коронавирус — это кара небесная за все наши грехи. После этого я словил хейт, друзья. Представляете? В интернете мне начали угрожать, проклинать и говорить, что это все тебе, Максим, вернется с вторицей. Ну, как бы, и ладно. Вообще не хотел про него говорить, но на этой неделе, конечно же, поднялась буча, причем на российском уровне.
Знаменитый журналист Алексей Пивоваров упомянул о Габышеве в своем новостном выпуске. В Якутии в очередной раз задержан шаман Александр Габышев. Ну, тот самый, который дважды выходил на Москву изгонять Путина. О нем же вспомнил и Навальный. Наверное, я уже третий или четвертый раз рассказываю про шамана Александра Габышева в своей программе. И... Что-то уши горят. Неужели вспомнили обо мне? Вот я только начал рассказывать о шамане и вот это вот мистика. Сахадей опубликовал, кстати, на своем ресурсе, ссылочку я оставлю в описании, материал, где они выложили фрагмент ролика, где мэр Якутска Сардан Авсентьева тоже говорит о Александре Габышеве и даже как-то чем-то хочет ему помочь. Но как только будет возможность, я с ним встречусь, наверное, спрошу, как у него дела. Если ему нужна какая-то помощь от меня, я, конечно, ему помогу. Если честно, вот лично мое мнение, зачем вообще его нужно трогать? Вот жил бы человек себе и жил, вот шел бы он и шел. Зачем его арестовывать? Зачем его помещать в какие-то обсерваторы? Зачем вообще про него говорить? Если бы никто про него не говорил, наверное, все бы и забыли. И если бы он даже пришел в Москву, и что? Стоял бы он у Красной площади, я бы посмотрел на это. Вот тогда было бы интересно. Ну, не знаю, блин. Ну, оставьте человека в покое, и тогда, мне кажется, все успокоится вообще. Если возвращаться к моему прошлому выпуску, там я показал вот это видео, и мне сразу же прилетело огромное количество комментариев по поводу, что Максим, почему ты говоришь, повторяешь все вот эти вот новости за федералами, что это мама, что это Якутия? Нужно задаться вопросом, Якутия ли это вообще? Женщина ли? Мне кажется, что эта девочка там прыгает по этим льдам, подросток, с двумя еще молодыми мальчишками. И действительно выяснилось, что это видео было снято не в Якутии, а в Архангельской области, на берегу Белого моря. Кстати, снимала это мама одного из парней, а на видео все-таки не девочка, не подросток, а другая женщина и тоже ее сын. В общем, эту всю информацию, кажется, выяснила МВД Республики. Они передали данные в Следственный комитет также Якутии. Что дальше с этим делать, непонятно. Там же хотели же проверять вообще, насколько все это законно, не нарушены ли какие-то там права. А вот теперь выясняется то, что это люди, живущие в другом регионе. Направят ли наши СК все эти данные в Архангельскую область, а может быть в Архангельской области тоже обратили внимание на этот ролик и тоже приняли там это все к сведению. Непонятно. И вообще, если все-таки хочется погулять по берегу, там, порезвиться в воде, нужно чуть-чуть подождать, пока пройдут льды, как это сделали в Якутске, на дамбе. Посмотрите вот на это видео, мне его прислали на этой неделе в WhatsApp. Я, кстати, после того, как обжегся, ошибся вот с женщиной и детьми, я сначала не поверил. Думал, неужели это снято сейчас, в мае? Может быть, это летние какие-то съемки, и просто сейчас их выставили. Но потом там в кадре появляется лед, и сразу становится понятно, что это сразу после ледохода, друзья. И эти люди начинают купаться. Боже мой, это же холодно. Это же холодно. Весело, конечно, но... Хотя, но это могут быть моржи, которые любят купаться в прохладной воде. А вообще в Якутске уже, говорят, настоящее лето, 20 градусов, люди надели шорты, солнышко светит. Ну и почему бы не искупаться? Хотя, мне кажется, нужно еще подождать, друзья. Не нужно повторять вот за этими людьми, что они делают. Когда я просматривал новости на этой неделе про Якутию, у меня прям аж мурашки по коже шли. Что вообще происходит? Чрезвычайное состояние по поводу ледохода, который еще идет. Потом чрезвычайное состояние по поводу пожароопасной обстановки. 13 очагов на время записи этого видео в нашей республике. То есть леса начинают гореть. Потом опять и коронавирус, новые новости, людей становится только больше, уже за 1000 перевалило, и как бы мы никак не можем выйти на плато, и люди начинают умирать. От всего этого немножечко жутко становится. Потом новости про охотников. Они умирают. В Кобяйском Улусе охотник застрелил другого человека, пытаясь попасть в утку. Жуткая история в Мирнинском районе. Там полицейские обнаружили 2 трупа с огнестрельными
ранениями в палатке во время охоты. Вот пошли 3 человека охотиться, 2 из них умерли. Третий говорит, что он спал в палатке во время того, как они там разбирались между собой. Он проснулся, вот увидел, что один другого застрелил, а потом сам застрелился. Ну, как бы очень удобно, но следствие все выяснит. В общем, да. В Нерюнгри произошел случай, когда 3 мужчин пытались переправиться через реку, чтобы поохотиться. Лодка перевернулась, одному удалось выбраться на берег, второго нашли утопленным, тело третьего так и не найдено. Причем охотников нужно спасать. Вот в Тулагино 11 мужчин тоже отправились поохотиться, и их потом с острова вывозили МЧСники. Вообще, резюмируя все происходящее, хочется сказать, что это не люди охотятся, а природа охотится на людей. Это какой-то апокалипсис, это конец света. И если вот все это сопоставить, вот паводок, коронавирус, пожары, гибель людей и так далее и тому подобное. Ужас какой-то. Продолжая тему коронавируса, на этой неделе мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что Исэх Туймады, одно из самых грандиозных, наверное, мероприятий в нашей республике в году, будет проходить в онлайн-формате. Сразу же появились различные мемасики, как это будет выглядеть. Понять городские власти, конечно, можно, потому что на Исэх традиционно собирается около 200 тысяч человек, и такие условия — это прекрасная возможность для еще большего заражения людей коронавирусом. Я думаю, что принять такое решение мэрии было довольно сложно, и они пытались до последнего оттягивать, но оттягивать уже некуда, остался лишь месяц до праздника. А если все-таки было бы принято решение его проводить, нужно было вкладывать в это деньги. Организовывать ремонтные работы на местности Усть-Хатын, то есть подтягивать режиссеров, костюмеров, артистов. Все это траты. И если бы праздник все-таки не состоялся, то все это были бы траты впустую. В общем, здесь есть параллель и с федеральными властями. Мы все помним, как до последнего оттягивали решение о принятии, то есть проведении парада на Красной площади 9 мая, потому что до последнего никто не хотел его отменять. Даже шли какие-то репетиции. Все-таки круглая дата, 75 лет, такой большой праздник, традиционный и так далее и тому подобное. Но все-таки вирус сказал свое «нет». И в последний момент было принято решение не проводить парад и перевести все мероприятия в режим онлайн, также и бессмертный полк. Ну, это правильно. По большому счету, конечно же, тут ничего не поделать. В мэрии еще, видимо, сами не до конца понимают, как это будет происходить Исэх в виртуальном пространстве, потому что они обратились к гражданам, горожанам, чтобы люди предлагали свои варианты, как это все может выглядеть. В общем, мне кажется, что церемонию Алгыс можно провести в прямом эфире, по телевидению, даже в местности Усть-Хатын, чтобы все могли посмотреть. Ну а встречу солнца каждый для себя может организовать и дома, на балконе. Конечно, если у вас балкон выходит на восточную сторону, а если окна на запад, то всегда можно пойти к друзьям или соседям, у которых окна на восток. В общем, эта ситуация только подтверждает тот факт, что к новым условиям из-за коронавируса, из-за эпидемии нам всем приходится подстраиваться к новым условиям, привыкать к новым каким-то традициям и реалиям, праздникам в онлайн, учебе в онлайн, работе на удаленке, то, что нужно мыть руки, носить маски, перчатки, нужно дистанцироваться друг от друга, не собираться. Все эти правила наверняка будут продолжаться и дальше, даже когда, может быть, мы выйдем на плато, все равно многие будут их придерживаться. И какие-то эти новшества, которые войдут в нашу жизнь, останутся с нами надолго. Ну а закончить хочу я на мимимишной ноте. Посмотрите на это видео. Это белая медведица Колымана со своим медвежонком, который родился в декабре. Она учит его плавать. Медвежонок уже окреп, и теперь ему ищут имя. Организовали даже настоящий конкурс в интернете. Можно предлагать свои варианты. По понятным причинам поехать в зоопарк Орто-Дойду и увидеть этих медведей воочию своими глазами нельзя, но зато администрация зоопарка все предусмотрела. Они установили камеры, и за животными можно наблюдать в онлайн-режиме во всех приложениях, во всех соцсетях учреждения. Ссылочку я оставлю в описании. Можете подписаться, ставить лайки, смотреть, радоваться, ну и получать немного позитива.
Выпуск получился большой, на этом у меня все. Спускаемся вниз, там ссылочки на все статьи, может быть, какие-то интересные соцсети. Можно со всем ознакомиться, если вас что-то заинтересовало. Также оставляем комментарии, делимся впечатлениями, что понравилось, что не понравилось, какую новость вы бы хотели, чтобы я осветил. В общем, ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик. Меня зовут Максим Кардозу. Выпуск «Якутия. Взгляд со стороны» выходит каждое воскресенье. До встречи!